дорога у нас единственная одна. Елена Вакилова говорит, сейчас еще можно пройти в высоких резиновых сапогах. Но паводок в поселке Салмачи только начался, и вода продолжает прибывать. По этой дороге у нас ходят школьники. Сейчас вот этот паводок пришел с гостеприимного проезда по домам соседей. Все подвалы у нас затоплены. У меня в этом доме осталось до пола 30 сантиметров, но это второй день паводка, когда пришла вода. Насосы вот качают и днем, и ночью. Под домом вода буквально 10 сантиметров и уже дойдет до первого этажа. Таких насосов на участке Замира Белодинова 3, но они лишь помогают сдерживать подъем воды. В этом поселке дом купил 4 года назад. Говорит, в огороде вместо клубники рис можно выращивать. В 2022 году был капитальный ремонт улицы Центральной, которая выше находится. Вот. Но по каким-то причинам ливневки не предусмотрели. Соседа в том году МЧС эвакуировала, так как у него вода зашла прям в дом, на первый этаж. Каждый год весной вся талая вода по этой канаве стекает сюда, на проезд гостеприимный, затапливает дорогу и близлежащие участки. Как говорят местные жители, еще вчера вода здесь была почти до колена. В поселке талыми водами топит около 20 участков. Регулярно, не говоря о таянии снега, также при дожде. Обычный дождь, обычные осадки. И у нас все тут затоплено грязными вот этими водами. Например, могу так сказать, у меня дети в момент затопления 3-4 дня в школу не ходят. В администрации Приволжского и Ахитовского районов нам сообщили, в этом году они начали готовить проект водоотводных каналов для проезда гостеприимный, который уведет большую воду от дороги и участков. Здесь дома находятся в самой низкой точке поселка, поэтому вода с центральных улиц стекает сюда по естественному уклону. В поселке практически ежедневно работает техника по откачке воды. В основном работает на гостеприимном проезде и на улице 2-я Центральная. Большая вода пришла и на несколько участков в поселке Игумново. У Раисы Даутовой, 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, затопило дом. Здесь она жила с дочерью-инвалидом. Сотрудники МЧС их тут же эвакуировали к родственникам. Тут вот так было, меня на лодке увозили и маму. Сейчас в доме ветерана остались только последствия паводка. В шоке была от того, что увидела. В селе Каинлы Нижнекамского района затопило кладбище. Местные жители говорят, такое видят впервые за много лет. Машины проезжаешь, думаешь, застрянешь, не застрянешь. В Тукаевском районе талая вода затопила село Ильбухтино. Некоторым жителям пришлось покинуть дома и перебраться в набережные Челны. На машинами проезжаем, а люди пешком утром на работу идут, они не могут пройти. Как сообщает МЧС, сейчас в зоне подтопления находится 26 приусадебных участков в Зеленодольском и Балтасинском районах. В Буинске и Нурлатах под водой остаются 2 низководных моста. На реках Мёша, Иш, Вятка, Казанка и Шошма половодье достигло своего пика. Специалисты говорят, что паводок продлится до 10 апреля. Иван Сарафанов, Игорь Романов, ТНВ, Татарстан.